Добрый вечер. Время подвести итоги недели на главном телеканале Республики. В студии Лена Насырова. И в начале коротко о ключевых событиях. Праздник красоты, доброты и нежности. 8 марта – это весна, это любовь, это предвкушение лета. Это праздник. Глава Башкортостана Ради Хабиров поздравил жительниц республики с Международным женским днем 8 марта. Все, к чему вы прикасаетесь, любое дело, которому вы себя посвящаете, приобретает особую красоту. Готовы покорить космос и совершить уникальные научные открытия. В каждой профессии, что в профессии летчика, пилота, что в профессии космонавта, есть свои плюсы и интересные моменты. В каких отраслях женщины работают наравне с мужчинами и даже превосходят их? Вообще, с детства я мечтала петь на сцене. Причем до 2-го курса аспирантуры этим и занималась. Но потом поняла то, что хочется заниматься наукой. Когда санкции нипочем. Мы увеличили производственные мощности, закупили современное высокотехнологичное оборудование. Инвесторы продолжают вкладывать в республику. Регионы России готовы развивать сотрудничество. Я уверен, что соединив силы, мы сможем здесь сделать очень много полезного и для экономик наших республик, и для страны. В башкирских лесах проводится перепись диких зверей. Данные этих следов заносим карточку маршрутного учета. Покажем, как охотинспекторы помогли животным пережить суровую зиму. Кормовая площадка кабанами, для них специально зерносмесь высыпают. Даже по следам видно, что они сегодня были ночью и ушли куда-то недалеко отсюда. Встречали как звезд. В честь Международного женского дня в Уфе для самых милых и очаровательных организовали настоящий праздник. Торжественное собрание прошло в Конгресс-холле Таратау. Поздравить жительниц республики приехал и глава Башкортостана. Все подробности у Руслана Батыргариева. По красной ковровой дорожке, как настоящие звезды, они идут к Конгресс-холлу Таратау. По стойке смирно виновниц торжества встречают учащиеся Уфимского кадетского корпуса. И даже в такой головокружительной обстановке материнские чувства берут верх над эмоциями. У меня сын там тоже учился. Я все вспоминаю. Иду, впечатления хорошие. Потом Казанский окончила, танковые. Сейчас с начала 24 февраля 22 года участник СВО. Учителя, врачи, руководители и простые работницы, вне зависимости от профессии и статуса, все они участницы торжественного собрания, посвященного Международному женскому дню. Улыбки, почет, цветы и не только. В этот день все для и ради них. Поздравляю вас с самым красивым праздником весны – Международным женским днем. Все, к чему вы прикасаетесь, любое дело, которому вы себя посвящаете, приобретает особую красоту. С вами связаны самые главные для нас ценности – любовь, верность и тепло семейного очага. В зале Конгресс-холла Таратау собрались несколько сотен представительниц прекрасного пола. Особое внимание в этот день мамам и супругам участников СВО. Глава Башкортостана выразил благодарность женщинам, воспитавшим достойных сыновей, которые сегодня защищают интересы государства. Мы говорим спасибо нашим женщинам, врачам и медсестрам, которые под обстрелами спасают раненых солдат, выхаживают их в госпиталях, помогают им вернуться в строй. Тысячи женщин со всей республики собирают бойцам посылки, льют окопные свечи, плетут маскировочные сети, вяжут и шьют теплые вещи. Хрупкие и ранимые на первый взгляд, но очень сильные внутри. Они неоднократно доказывали, что в мужских профессиях женщины далеко не слабый пол. И награды за это медали генерала Шаймуратова. В феврале 2023 года, когда в Турции произошло землетрясение, Надежда Отвесова одна из первых, кто вызвался поехать волонтером на поисково-спасательные работы. Вместе со своим четвероногим другом Торином они нашли под завалами 2 живых людей и обнаружили более 10 тел погибших. Я считаю, что, наверное, действительно, ни женских профессий не существует. И если человеку хочется этим заниматься, этим надо заниматься, потому что лучше заниматься тем, что тебе нравится, и развиваться в этой сфере, чем заниматься нелюбимым делом.
Несмотря на все моральные трудности, которые приходится испытывать, выполняя свои обязанности, свою работу наши героини не променяют ни на какую другую. И чем бы они ни занимались, в этот день им благодарности прежде всего за заботу, преданность и красоту, которая, как говорится, спасет мир. 8 марта – это весна, это любовь, это предвкушение лета, это праздник. Это легкость, красота, настроение. В разных отраслях экономики и социальной сферы республики сегодня трудится более миллиона женщин, и каждый из них вносит свой вклад в развитие Башкортостана и в целом страны, отметил глава региона на торжественном собрании. Под занавес виновницы торжества ожидал праздничный концерт, добавивший участницам мероприятия весеннего настроения. Руслан Трагареев, Азат Ишбулатов. Итоги недели. Назвать женщин слабым полом уже как-то и язык не поворачивается. В последние годы они активно осваивают все новые профессии, которые исконно считались мужскими. Из Башкортостана, например, немало тех, кто заключил контракты и теперь выполняет различные задачи в зоне СВО. Кроме того, не исключен сценарий, при котором первым башкирским космонавтом на орбите может также стать женщина. Предпосылки для этого есть, а героинях, которым подсильно все, расскажет Артур Шамсудинов. У армии России есть два союзника. Это армия и флот. Но армия и флот не существовали бы без вас. Поэтому мы вам обязаны всем. Впрочем, они не только рождают героев России, но и сами ими становятся. С начала спецоперации военную униформу надели на себя немало представительниц из Башкортостана. Айгуль Аллагулова поехала на Донбасс после смерти сына, погибшего в зоне СВО. Женщина служит в башкирском полку в качестве военного повара. Понимаю, конечно, многие думают, что мстить, но нет. Мстить можно за убийство. Как мне сказал мой ребенок, мам, это моя работа, защищать Родину. Если не я, то кто? Я приехала, чтобы посильно помочь ребятам, которые так же, как он, работают, у которых работа защищать Родину. А вот у другой уроженки Башкортостана есть все шансы попасть в историю как первая башкирская женщина-космонавт. Выпускница Аэрокосмического института, пилот Анжелика Парфенова, вошла в состав экспериментального проекта «Сириус-23», имитирующего полет на Луну. Пока межпланетная экспедиция моделируется на Земле, но нельзя исключить, что после участники могут отправиться к спутнику нашей планеты на реальном космическом корабле. Пока что я не знаю, что такое полет в космос, поэтому могу сравнивать только гипотетически. Но, если честно, я считаю, что в каждой профессии, что в профессии летчика, пилота, что в профессии космонавта, есть свои плюсы и интересные моменты. Сама жизнь тоже словно эксперимент, результатом которого становится настоящее открытие. Аспирантка Уфимского университета науки и технологий Лейсан Бакирова разрабатывает перестраиваемый излучатель оптических вихревых пучков на основе фотонных интегральных схем. Говоря проще, пытается найти новые способы для хранения больших объемов информации. Результат исследований ждут крупнейшие предприятия не только России, но и зарубежья. Трафик у нас растет, необходимо увеличение емкости данных, и нужны новые решения. Вообще, с детства я мечтала петь на сцене, причем до 2-го курса аспирантуры этим и занималась. Но потом поняла то, что хочется заниматься наукой. Пою, играю на фортепиано, недавно начала заниматься танцами, поэтому все идет так, как надо. Коллега по цеху также способствует формированию будущего страны. Помогает подрастающему поколению выбирать профессию. Алия Мурзакаева – одна из авторов проекта «Образ будущего». Девушка участвует в создании профориентационных игр, при помощи которых школьникам в простой занятной форме объясняют, как работают те или иные предприятия. На данном макете у нас представлен нефтеперерабатывающий завод. Вот здесь у нас печь. Потом здесь колонны, куда поступает нефть, и здесь продукты, которые выходят, то есть там бензин, дизельное топливо, вот здесь у нас есть товарный парк, куда приходят газы всякие различные, и дети смотрят за тем, какие продукты мы получаем, как они вообще в жизни применяются, и изнутри узнают эту промышленность, и она становится для них интересной, понятной. В специальном списке Министерства труда есть перечень профессий, не рекомендованных для занятия женщинами. Всего каких-то полвека назад в нем было почти 500 различных специальностей, теперь всего сотня. С каждым годом женщины своим трудом ломают стереотипы, доказывая, что им подсильно все. Артур Шамсудинов и Азат Садреев. Итоги недели. На неделе в Москве на стенде Республики Башкортостан в рамках международной выставки форума «Россия» в канун 8 марта
Прошла открытая академия «Территория женского счастья». Счастьем важно делиться, и именно этим была наполнена площадка проекта. Как все прошло, в нашем следующем материале. Выставка «Форум России» на ВДНХ окрасилась в цвета территории женского счастья. Проект, который хорошо известен в Башкортостане, 6 марта был презентован на главной выставочной площадке страны. Про территорию женского счастья знают везде, это я вам точно говорю. И спасибо. Для всей команды территории женского счастья это мы очень тоже приятно. со своей стороны всегда готовы поддерживать. Стенд нашего региона стал ярчайшей точкой притяжения гостей выставки. Так красиво здесь еще не было. Это не просто красивая картинка, но что тоже важно, счастливые мамы, которые преображаются, получают советы, находят какую-то новую траекторию своего развития. Но и то, что проект не побоялся взяться за сложные вопросы. И сегодня мы здесь, в Москве, на стенде ВДНХ, мы видим ошеломительный просто и успех, и интерес к нашему проекту, к нашему стенду. Я была поражена, что к некоторым нашим спикерам очереди выстраиваются, чтобы получить консультации. Традиционно команда Открытой академии провела ряд мастер-классов и лекций. Я сама работаю волонтером на территории женского счастья. Вот. Я узнала, когда я приехала сюда по своим делам, и вот как бы пригласила подругу. Консультации и психологические игры с использованием метафорических карт проводила Юлия Хакимова. А цифровой психолог, нумеролог Мария Каримова помогала определить гостям стенда республики личный код счастья. То, что сказали, вот я уже говорила, процентов на 90 все сходится. В рамках Дня территории женского счастья на ВДНХ стенд республики посетили известные бизнес-леди, звезды телевидения, политики Эвелина Закамская, Гуара Витисян, Арина Шарапова и многие другие. И вот сейчас новый формат территории женского счастья – это просто чудо. Ну, столько людей, хочется туда прорваться, потому что все хотят увидеть, как выглядит женское счастье, и рвутся, видите, вон сколько людей. Просто чудо. 5 и 6 марта прошел и Всероссийский женский форум, в котором приняла участие автор Открытой академии Карине Хабирова. У нас было проведено 37 мероприятий в районах республики нашей. Это не только города, это и села, и районные центры. Свыше 47 тысяч участниц прошло через наш проект. В рамках работы секции «Женщины за сохранение традиций наставничества в кругу семьи и на работе» был презентован проект и его достижения за время реализации. Вы знаете, да, было очень приятно, что многие захотели проводить это в своих регионах. Поступили предложения сделать проект таким, который можно масштабировать и транслировать на всю нашу страну. Мы нашли новых наших друзей, новых наших соратников, которые исповедуют такие же идеи, продвигают такие же проекты полезные для наших женщин и готовы приезжать к нам в республику, делиться своими знаниями, умениями и быть амбассадорами нашего проекта. Уже в мае этого года гости стенда Республики Башкортостан планируют посетить Всероссийскую территорию женского счастья, которая традиционно пройдет в городе Уфе. 17-18 мая мы всех приглашаем в город Уфа на Всероссийскую территорию женского счастья, которая будет проходить в 4-й раз. А полную версию Дня территории женского счастья смотрите 17 марта на БСТ. Глава Башкортостана Ради Хабиров поздравил всех мусульман республики с началом священного месяца Рамадан. В своих социальных сетях руководитель региона написал, что прежде всего это время добрых дел, чистых помыслов и усердной молитвы. Сегодня мысли всех жителей Башкортостана, независимо от их вероисповедания и национальности, о наших парнях, которые защищают Отечество. Наши молитвы об их добром здравии и победе добра над злом, о светлом будущем нашей страны, благополучии наших родных и близких, подчеркнул Ради Хабиров. Новая электроподстанция и дополнительное производство. В рамках расширенного заседания коллеги Министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана глава региона Ради Хабиров посетил ряд промышленных предприятий в Уфимском районе. В их числе резиденты индустриального парка Нижегородский, который действует в муниципалитете с 2019 года. Подробности рабочей поездки расскажет наш корреспондент Азат Садриев.
Эту подстанцию ждали не только промышленные предприятия, но и жители Уфимского и Чешминского районов. К строительству приступили в сентябре прошлого года и вели работы ускоренными темпами. В итоге уже сегодня глава Башкортостана принял участие в пусконаладочных работах объекта стоимостью почти в 300 миллионов рублей. Проект предусматривает возможность установки еще одного такого же трансформатора, что позволит при необходимости вдвое увеличить суммарную установленную мощность. Эта часть Уфимского района, видите, активно развивается. Я откровенно скажу, давно не был в этих краях. Проехал с Аргуну. Огромные коттеджные поселки. Люди живут. В принципе, это так здорово, что люди строятся. Но нужна энергетика, а здесь уже на пределе были. Сейчас вот станция даст возможность покрыть все потребности сейчас и самое главное на будущее. То есть вполне можно здесь развивать эту территорию, строить дома. Когда у человека есть дом, это хорошо. А на этой производственной площадке изготавливают ПВХ-профили для пластиковых окон и дверных коробок. Продукция успешно заняла свою нишу на рынке и поставляется в 50 российских регионов, а также страны ближнего зарубежья. Только в прошлом году объем производства превысил 4,5 миллиарда рублей. Это прямой результат эффективной инвестиционной политики. Растет не только выручка, но и штат специалистов. В 2020 и 2021 году реализовали крупный инвестиционный проект совместно с Фондом развития промышленности и региональным фондом Республики Башкортостан, Фондом развития промышленности Республики Башкортостан. Благодаря этому мы увеличили производственные мощности, закупили современное высокотехнологичное оборудование. Открывая заседание коллегии Минпрома, Ради Хабиров отметил, что сейчас основная цель – обеспечить технологический суверенитет страны. В предстоящие 6 лет уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России должен увеличиться не менее чем на 40%. В рамках реализации поручения президента по укреплению технологического суверенитета правительство России наиболее важные отраслевые задачи переводит в формат так называемых мегапроектов. На республиканском уровне мы уже определили ряд, их всего 6 мегапроектов, по основным направлениям импортозамещения: критической химической, станкоинструментальной продукции и беспилотных авиационных систем. Нужно обеспечить реализацию и поддержку этих мегапроектов. Предприятия отрасли получают всю необходимую поддержку и налоговые льготы. За последние 5 лет по линии Минпрома выделено более 12 миллиардов рублей. Кроме того, Башкортостан вошел в число 20 пилотных регионов с высоким научно-технологическим потенциалом, на реализацию которого направлено еще 9 миллиардов. Мы уже на протяжении многих лет лидер по производству таких видов промышленной продукции, как кальцинированная сода, силикагели, ксилолы, прицепы, полуприцепы. Вся линейка, именно первое место, она представлена у нас на слайде. Несмотря на санкционное давление, промышленность республики активно наращивает динамику развития, показывая хорошие результаты во многих отраслях промышленного производства. Объем отгруженных товаров в Республике Башкортостан за прошлый год вырос у нас на 9%, а за 5 лет, если брать, то он нарастил объем отгрузки на 40%. Потенциал в сотрудничестве с Башкортостаном видят и другие регионы страны, особые отношения с соседними областями и республиками. Очень интересно сотрудничество с республикой по беспилотным летательным системам, потому что вы традиционно сильны в этом, у нас таких компетенций не так много, мы сильны в чем-то другом, и я уверен, что соединив силы, мы сможем здесь сделать очень много полезного и для экономик наших республик, и для страны. Развитие промышленности невозможно без соответствующей инфраструктуры. В республике действует 12 индустриальных и 19 технопарков. Создано 9 промышленных кластеров. Продолжается работа по развитию межрегиональной кооперации. И резидентов на этих площадках достаточно. Несмотря на международные санкции, экономика республики развивается во многом благодаря промышленному сектору. В Башкортостане работают особые экономические зоны, активно развиваются индустриальные парки. Только портфель промышленных инвестиционных проектов оценивается в 470 миллиардов рублей, и это далеко не предел. Азат Садриев, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов. Итоги недели. Уфимский район. — 22 тонны бюллетеней изготовили в республике к выборам президента страны. Их передали на неделе территориальным избирательным комиссиям. Бланки в участке отправили из Благоварского района. Что нового в этом году, расскажет моя коллега Лилия Курбанова.
Что у нас в количестве есть, кого есть? Да, вот они. Юридическая скрупулезность, сверка деталей и в соглашении о передаче бюллетеней новая подпись. За 1,5 месяца до выборов состоялись выборы внутри Центральной избирательной комиссии. Впервые в процедуре по отправке бланков в ТИК участвовал Азат Галимханов, новый председатель республиканского ЦИКа. Всего у нас избирателей почти 3 миллиона. Избирательные бюллетени напечатаны на русском, русско-башкирском и русско-татарском языках. Бюллетени поделены по участкам. 69 таких замотанных в полиэтилен блоков. Отдельно 54 района республики, 7 районов Уфы и 9 городских округов. Везли с соблюдением мер безопасности. С помощью спецсвязи было составлено 7 маршрутов. Лишние 5073 бюллетеня не коснутся пера избирателя. Бланки вырубили на станке для уничтожения документов. Печатный процесс, он все-таки имеет свои технологические особенности. Плюс всегда имеется запас определенный, скажем так, на брак или еще что-то. Поэтому по процессу выбраковки происходит такое лишние бюллетени. Обязательная процедура после получения бюллетеней, их пересчет, количество бланков по числу избирателей. Узнать адрес своего участка можно на портале госуслуги, на сайте ЦИК или в информационно-справочном центре по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 0020. Площадки организованы и на территории учебных заведений. В первый день голосования, то есть 15 марта, у нас предусмотрен День здоровья. Все детишки, классные руководители пойдут на ледовый каток, кто-то пойдет просмотр какого-то фильма, кто-то в музей, может, до Краеведческий сходит, потому что он у нас рядом, вот прямо через дорогу, будем говорить. То есть вот этот день ни в коем случае, он не просто не учебный, он учебный, но просто вот по направлениям будут классы работать. Те, кто с 15 по 17 марта отдаст свой голос, получат скидки до 20% в магазинах, салонах красоты, автосервисах и театрах, а также возможность выиграть электросамокат, телевизор или цифровую технику. Полный список участников акции опубликован на сайте rahmat102.rf. Там же необходимо зарегистрироваться, чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов. Браслеты с QR-кодом будут раздавать волонтеры. В конце марта вы сможете участвовать в суперпризе. То есть даже если вы получили какой-то приз, победителем стали, вы в любом случае сможете участвовать в суперфинале. Там мы будем разыгрывать наши суперпризы. Я думаю, что об этом все мечтают. Это квартиры, это автомобили, это прекрасное семейное путешествие в Сочи, Краснодарского края. А также вы сможете получить и оздоровиться в санаториях Республики Башкортостан. Браслеты будут выдаваться на всех членов семьи, пришедших на выборы, в том числе и детей. На один телефон можно зарегистрировать до 5 QR-кодов. Кроме того, организаторы не рекомендуют выкидывать браслеты, так как осенью акции и розыгрыши возобновятся. Об этом в том числе говорили представители участковых избирательных комиссий при обходе многоквартирных домов. На неделе завершился проект «Информ УИК». Жители оповещали о времени работы участков с 15 по 17 марта с 8 утра до 8 вечера. О готовности отдать свой голос опрошены 2,5 миллиона человек. Мы выясняли, будут ли голосовать наши избиратели, придут ли они на участки. Был такой вопрос: придете ли вы на избирательный участок? На него положительно «да, приду» или скорее «да» ответили более 93% избирателей. Если в дни выборов возможности прийти на свой участок не будет, то каждый имеет право открепиться, чтобы проголосовать на любом другом пункте на территории России. По уважительной причине можно поставить галочку и дома. Сообщить об этом нужно до 14 часов 17 марта. Избиратель звонит в участковую избирательную комиссию, оставляет свою заявку о голосовании вне помещения. Участковая избирательная комиссия в дни выборов, это 15, 16, 17, предварительно звонит, уточняет, дома он или нет, и выезжает к нему для того, чтобы избиратель проголосовал. Большинство намерены лично прийти на участки. Нестареющие душе участники Туймазинского совета ветеранов собираются сделать это организованно. Каждую неделю они встречаются на уроках по арабскому языку и бисероплетению. Соберутся вновь в середине марта на выборах. Вместе ходим, вместе занимаемся, вместе и в мечеть ходим, там читаем молитвы, вместе и на выборы ходим. Иногда святые места посещаем, там, и это просвещаемся, как говорится. В муниципалитетах проходили обучающие семинары. Например, в этом году промаркированы будут не только бюллетени, но и сейф-пакеты для хранения использованных бланков. На каждый сейф-пакет своя отдельная марка со своим номером. Получается, здесь 8
марок. Значит, Да. на один этот участок Да. 8 сейф-пакетов. 8 сейф-пакетов. На всю республику напечатали 22 тонны бюллетеней. Издательство работало строго по выданному техзаданию. В заказе также изготовление памяток. Вместе с сопутствующей типографией общий тираж около 3 миллионов единиц. Защитная сетка, я ее воспринимаю больше, наверное, как защита нас от внешнего мира. То есть мы должны сделать ее такой, чтобы, если кто-то и захочет ее повторить, мы бы видели и смогли понять, что это не мы. А так, с виду она очень простенькая кажется. Но в этом-то весь и смысл. Кажущаяся простота – залог успеха. В этом году поменяли формат. Бюллетени стали длиннее на 203 миллиметра. Издательство вынуждено было поменять способ печати. Например, выбирать шире рулоны. На эту работу ушла примерно неделя после того, как 7 дней отмеряли, один раз отрезали. Остается только наотрез уже избирателям проявить свою позицию. Лилия Курбанова, Равиль Рахимзянов. Итоги недели. В Башкортостане завершается учет диких животных. Он проводится специалистами Министерства экологии и природопользования республики, чтобы установить численность зверей, а затем на основе этой информации определить количество квот для охоты. Подробности далее. Рабочий кабинет – это лес, где им известны все тропы и пригорки. Они же проводят и перепись местного населения. У лесных жителей вместо документов, прямо как в известном мультфильме, усы, лапы и хвост. Сколько в этом году обитателей, подсчет ведут по следам на снегу. Затирку следов производим. И через сутки проезжаем по тому же маршруту и фиксируем пересечение. И данные вот этих следов заносим в карточку маршрутного учета. За последние годы популяция косуль увеличилась, лосей, в принципе, тенденция идет к росту. Они, как шифровальщики, по символам, оставленным на белом полотне снега, разгадывают, чем живет лес. Вот недавно в поисках пищи пробегала семейка кабанов. А тут по пятам зайца проследовала лиса. Считывают не только чьи это следы, но и когда они были оставлены. Некоторые находки особенно радуют. В это время как раз появляются следы рыси. Не только в этом хозяйстве, а вплоть до Уфимского района. Можно следы рыси всю зиму не встречать, а именно сейчас, когда март месяц, она больше появляется, показывает себя. Когда лес открыт, конечно, весной еще до распускания листьев, буквально в том году видели тоже на границе Чешминского, Уфимского района. Прямо перешла лесную дорогу и спокойно ушла в лес. Но человека опасность он не представляет. Пока, конечно, не прижмешь его. По следам удается отследить популяцию более 2 десятков видов животных. Животное кормилось, сразу видно, она топталась вдоль этих мелких кустов, уходила дальше. А вдали даже видно, снег примятый, возможно, всего оно и лежало здесь. Человек отвоевывает территорию диких зверей, и многие, даже не задумываясь, сгоняют животных с насиженных мест. Питается спокойно, все. И тут появляются любители снегоходов, катаются, увидели, все, давай, нужно ближе подъехать, посмотреть, заснять. Соответственно, все, лось начинает двигаться в другую сторону. Не только лося, косули, кабана, всех, кто зимой в спячку не ложится, беременные. Поэтому гонять, подъезжать, смотреть, беспокоить смысла нет. Ездите по дорогам, зачем вам заезжать в чащу леса? При том, что найти себе пропитание в этом году животным особенно трудно. Снега выпало много, да еще и сильные морозы. Для зверей это тоже испытание. Специалисты занимаются и подкормкой животных. Лосям, например, оставляют соль. В природе сахаты добывают ее, облизывая камни. Это, соответственно, для лося, для косули. Также и кабан подходит. Обязательно нужно поддерживать. Кормушка посещается, кормовая площадка кабанами, для них специально зерносмесь высыпают. Даже по следам видно, что они сегодня были ночью и ушли куда-то недалеко отсюда. А это поле подсолнухов, вернее, то, что осталось после уборки. Здесь тоже можно найти множество следов, зайчих, лисьих, но нас больше всего интересует, конечно, это яма, которую в одиночку вырыл кабан. Можно представить, сколько сил потребовалось животному, чтобы найти себе пропитание. У кабанов сильно развито обоняние, так что они могут прочувствовать, где находится еда, даже под слоем снега. Это и спасает в такие особо снежные зимы. От ямы тянется дорожка следов. Скорее всего, кабан залег где-то неподалеку, чтобы вернуться к месту кормежки. Но тревожить его не будем. У охотинспекторов цель другая. Конечно, чтобы в угодье побольше дичи было. И поменьше браконьеров. Пусть живут, это же красиво. Выезжаешь, смотришь, там косули ходят, там лиса мышкует. Смотришь, лось кормится.
там корой осины или что-то. И очень много следов, ну, это как бы очень приятно. Они уже не могут жить без леса и его обитателей, а те, в свою очередь, едва ли бы пережили зиму без помощи охотинспекторов. И между ними случается такая связь, что дикие звери, пугающиеся любого постороннего звука, вдруг решают довериться человеку. Тем более, что тот многих уже знает в мордочку. Айда, Машенька, айда, кушай, моя принцесса. Айда, кушай, 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 да не трону я тебя. Анастасия Чебаева, Равиль Архимзянов. Итоги недели. Константин Хабенский провел мастер-класс для молодых актеров, студентов Уфимского института искусства и детей, занимающихся в театральных студиях. Наставническую миссию народный артист страны исполнил в рамках стартовавшего сегодня 4-го форума «Арт-Курултай» и гастролей. В столицу Башкортостана приехал Московский художественный театр имени Чехова. С 9 по 12 марта в Русском драмтеатре идет показ 2 спектаклей в исполнении актеров МХТ «История любви» и «Дом». Жителям и гостям столицы республики выпала уникальная возможность вживую увидеть игру звезд российской сцены. Подробности далее. Я надеюсь, что у вас возникнет вопрос, который заставит и меня подумать над какими-то вещами, и то, над чем просто я не успеваю подумать. И очень надеюсь, что какой-то мой маленький опыт поможет вам в каких-то тупиках, будь то вопрос к зрителю или к внутреннему и внешнему. Не лекция, а диалог. Именно в такой форме прошла встреча с народным артистом страны и художественным руководителем МХТ имени Чехова Константином Хабенским. Молодые актеры, студенты вузов, воспитанники театральных студий. Каждый пришел со своим вопросом. Борьба с выгоранием, раскрытие амплуа, нюансы работы над персонажем и постановкой. Константин Хабенский давал инструментарий, а главное – пищу для размышлений. Это действительно помогает нам в нашей профессии. То есть все его ответы мы запоминаем, проносим через себя, как настоящие актеры, и будем это использовать в дальнейшем. После встречи я задумался о том, что те вопросы, которые мы задаем, они хранят ответы уже в нас самих. То есть Константин Юрьевич просто очень интеллигентно и вежливо на них отвечал. Он был абсолютно искренним, и мне это очень в нем понравилось. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда. Константин Хабенский, Кристина Бабушкина, Михаил Пореченков, Игорь Верник. На сцене Русдрамы башкирской столицы по-настоящему звездный состав МХТ. Это часть больших гастролей, посвященных 125-летию Московского художественного театра имени Чехова. Сейчас вот в этот приезд мы хотели бы подарить 2 абсолютно разные истории, но тем не менее истории о любви. Первая история, она действительно это музыкальная литературная композиция, поставленная Георгием Ковалевым. История любви – это 7 рассказов. Пламенное и нежное чувство описывали тонкие знатоки человеческой души. Чехов, Бунин, Куприн, Булгаков, Горький и Вампилов. Их произведения и составляют основу спектакля в исполнении актеров Московского художественного. Полное погружение зрителя достигается и через музыку. Рассказчиков сопровождает камерный ансамбль «Солисты Москвы». За дирижерским пультом маэстро Юрий Башмет. Вообще замечательные актеры, замечательный театр, замечательное руководство нашего региона, что устраивает такие встречи. Ожидания, больше эмоций, больше восторга. Ну, как он умеет. Постановку истории любви для уфимцев сыграли дважды. А вот 11 и 12 марта на сцене Русдрамы запланирован показ уже другого спектакля «Дом». Счастливы и рады, что получилось нам организовать приезд МХТ имени Чехова в Республику Башкортостан. Действительно, вы правы, гастроли проводятся при поддержке главы Республики Башкортостан, при поддержке правительства республики. «Дом» — это постановка Сергея Пускипалиса, рассказывающая о человеческих взаимоотношениях. Главный герой мечтает о своем доме и обращается к друзьям в надежде одолжить недостающие деньги. Чем закончится эта история и кто пройдет тест на дружбу, зрители узнают уже в понедельник, в день премьеры спектакля на Уфимской сцене. Эмиль Басареев, Руслан Батыргареев, Виктор Меренков, Булат Садриев. Итоги недели. Салават Юлаев завершил сезон в Челябинске. В 6-й игре плей-офф Кубка Гагарина против «Трактора» наша команда потерпела поражение. Юлаевцы вышли вперед в первом периоде после шайб Ивана Дроздова и Егора Сычкова. В начале 3-й 20-минутки счет уже стал равным, а концовка встречи осталась за хозяевами. Семен Дер Аргучинцев забросил победную шайбу, а Бадди Робинсон поставил точку. 4-2 счет в матче и в серии.
Трактор идет дальше, а юлаевцы во втором сезоне подряд вылетают в первом раунде плей-офф. Такой была уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь в курсе событий вместе с телеканалом БСТ. До свидания.